Доброе утро, дорогая республика! На календаре 13 апреля, и «Утро Якутии» приветствует вас. Мы рады приветствовать всех у экранов телевизоров и мобильных гаджетов, да, потому что, напоминаю, у нас есть мобильное приложение НВК Саха, где вы также можете в прямом эфире следить за нашими эфирами. Сегодня хотелось бы напомнить, что мы, как и, впрочем, всегда, принимаем ваши предложения, поздравления, новости на наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. А также напоминаем вам о нашей инстаграм-странице. Туда вы можете отправлять свои фотографии, видео, предложения, вопросы, и мы обязательно свяжемся с вами. Сегодня мы также поговорим о погоде. Вчера в Якутске был очень сильный снег. Сегодня будут у нас очень интересные гости, поэтому смотрите, заваривайте чай, делайте также вместе с нами утреннюю зарядку. Ну а начать мы предлагаем с прогноза погоды. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в 6 утра в центральных районах была на отметке 27-19 градусов. В заречной группе минус 23, минус 16. В южных районах 19-17 градусов. В Вилюйской группе 22-14 градусов ниже 0. В Нижнеленских районах 19-18 градусов, в западных минус 19, минус 12, в Колымо-Индигирской группе улусов 27-19 градусов со знаком минус, в Янских районах 26-15, на северо-западе 10-4 градуса ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила минус 16 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ожидается минус 3, минус 1 градус. ЕГЭ предложили оставить только для тех, кто решил поступать в вуз. В это время вернемся к нашим новостям. Все у нас проходит в прямом эфире. Ну а пока, друзья, предлагаем вам зарядиться и сделать утреннюю зарядку вместе с нами. Приветствую телезрителей «Утро Якутии». Меня зовут Павел, я являюсь дипломированным тренером. И сегодня я вам покажу часть статической разминки. Пальцами потихонечку давим голову к плечу, буквально в течение 10 секунд каждое движение у нас происходит. Тем самым растягивая спазмированные мышцы, которые за ночь у нас немного залежались. И также двумя руками вниз. Бицепс предплечья. Обязательно выпрямляем руку, тянем за пальцы, но не сильно, в течение 10 секунд, и локоть у нас выпрямлен. Локоть у нас смотрит вниз. Первая рука и вторая рука. Следующая вверх спины. Берем себя за локоть и притягиваем к груди, отпуская плечевой пояс. От 10 до 30 секунд хватает для растяжки. В зависимости от того, какой вы работой занимаетесь. Либо офисный, либо все-таки активный образ жизни у вас. Также грудные мышцы. Берем себя в замок, выворачиваем руки и тянемся. Тянемся не наверх, а назад. Дальше после грудных мы тянем мышцы, которые проходят у нас вдоль позвоночника, длиннейшие и остистые. Также ягодичные и бицепс бедра. Для этого мы наклоняемся вперед, ноги на ширине плеч, и круглим спину, полностью расслабляясь на 10 секунд. Также опускаем голову, никогда не держим ее в таком положении. Расслабляем полностью. Так как не у всех хватает координации, следующее растяжение мышечной группы мы сделаем у стенки. Это у нас квадрицепс и бицепс бедра. Для этого берем себя за носок и тянем его к ягодице, упираясь в стенку. При этом опорная нога у нас прямая. Наклоняемся вперед, спина прямая. И другую точно так же. Обязательно берем себя за край носка. Также в конце у нас остались икроножные мышцы. Икроножные мышцы мы упираем стопу в стену и также прямой ногой делаем наклон вперед. У нас растягиваются икроножные и бицепс бедра. Особого упора делать не надо. Для чего нужна статическая растяжка? Каждая мышца
крепится к кости. И если мышца спазмирована долгое время, она может позвоночное тело немного сместить. Все, с вами был Павел, дипломированный тренер для Утро Якутии. В СМИ появилась информация о том, что в России планируют сделать нерабочими еще несколько дней между официальными майскими праздниками. Однако планов ввести дополнительные выходные дни в мае у властей пока нет. В этом году на выходные выпадают как праздник весны и труда 1 мая, так и День Победы 9 мая. Они будут перенесены на будни, а первые рабочие недели месяца будут 4-дневными. Так, отдыхать россияне будут с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10. Всего в мае будет 12 выходных дней вместе с праздниками. В 15 районах республики полным ходом идет всероссийская перепись населения. Судя по кадрам с Устьянского района, несмотря на нежаркую погоду, переписной персонал настроен весьма оптимистично и готов в любое время суток к выполнению своей ответственной миссии. Полностью завершен опрос населения в селе Нычала Халайховского района, селе Алом-Кюэле Ефремова, Тюгюльтя Амгинского района и селе Чумпу-Кытыл Момского района. Услуги Якутскэнерго в личном кабинете стали доступны и для юридических лиц. Теперь зарегистрированные юрлица могут в режиме онлайн совершить все необходимые операции. Новый сервис поможет клиентам быстро связаться со специалистами для решения вопросов договорной работы и расчетов. Физическое лицо может подать заявку на технологическое присоединение. Обратившись к сотруднику энергосбыта, достаточно назвать номер мобильного телефона, указанный при регистрации. Также потребители могут самостоятельно пройти регистрацию на сайте Якутскэнерго. Весенний призыв в армию стартовал в столице региона. Сотни молодых людей проходят медицинскую комиссию. Ожирение и близорукость – это основные недуги нынешних призывников. Главными причинами таких диагнозов в военкомате называют вредные привычки и увлеченность гаджетами. Однако отмечают, что с каждым призывом молодых людей, желающих пойти в армию, становится все больше. По плану должно быть призвано 700 военнослужащих из столицы региона. Напомним, призывная кампания стартовала в начале апреля и продлится до 15 июля. У кого хорошие категории, скажем, категория А и Б, это то есть они годны к военной службе категории А, и категория Б это годны с незначительным ограничением. Но, к сожалению, есть такие ребята, которые есть определенные заболевания. На первом месте, значит, например, по нозологиям, да, по терапевтическим заболеваниям, это заболевания могут быть, значит, недостаточность питания, ожирение, вот такие вот заболевания. Заболевания костно-мышечной системы, например, да, это по плоскостопию второй степени, но они годны. Якутские спортсменки, которые заняли первые места на всероссийских соревнованиях, награждены денежными сертификатами. Так, на прошлой неделе легкоатлетка Сардана Трофимова триумфально одержала победу на классическом марафоне. А команда якутских лучниц Кристина Устинова, Рената Курчатова и Валентина Евдокимова достойно представили наш регион, заняв первое место на соревнованиях по стрельбе из лука, которое проходило в Республике Крым. Сегодня состоялось чествование наших спортсменок. Министр спорта Якутии Иннокентий Григорьев поблагодарил их за выдающийся вклад в развитие и пропаганду спорта и ЗОЖ в республике и наградил их денежными сертификатами. Да, мы пока была команда, что можно написать заявку на нейтральный статус. Я написала и отправила в РУСАДА. Вот, там будут проверять и отправят мне сопроводительное письмо. И с этим сопроводительным письмом я должна отправить уже в World Athletics. Отдыхаю пока до конца апреля, потом уже с начала мая я уеду на сборы, потому что тоже сроки короткие, и мне надо быстро восстановиться и собраться и быть в форме уже к августу. У меня на этом вся информация. Спасибо, Кристина, и доброе утро всем, кто к нам присоединился. Снегопады и сугробы в апреле.
это уже никого этим не удивить. Да, действительно, ты уже, Руслан, анонсировал о том, что у нас эти дни был невероятный снегопад. Дорожные службы расчищают дороги, автовладельцы страдают, конечно же, от гололеда. Ну а мы ждем устойчивых плюсовых температур, которые все никак не наступают. Что же происходит с погодой? Какой будет этой весной паводковая ситуация на реках? Об этом мы спросим у гостя студии, заместителя начальника Якутского гидрометцентра Вячеслава Шихирова. Вячеслав Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. В эти дни снежная ветреная погода захватила многие районы Якутии. С чем связано выпадение такого большого количества осадков и насколько это характерно для этого времени года? Первая неделя апреля была у нас с температурой, средней температурой ниже нормы от 2 до 6 градусов. Вторая, скажем так, семидневка, да, апреля в связи с выходом циклонов, активных циклонов Красноярского края и областей, южных областей, поэтому произошла смена вот этих атмосферных процессов. Да? Ну, это характерно для апреля месяца. Вот выпадение осадков в западных районах было вызвано выходом вот активного циклона как раз Красноярского края 7-8 апреля. Вот, и следом за этим циклоном вышел другой активный, но уже южный циклон с севера Китая, под влияние которого попали вот наши южные, заречные районы, в том числе и город Иркутск. Вячеслав Анатольевич, а когда же наступит-то плюсовая температура? Ждать нам когда ее? Или же опять будет какое-то похолодание? Ну, по норме переход к положительным температурам обычно начинается в середине апреля. Ну, и в этом году мы также ждем 15 апреля. Днем уже ожидаем положительные температуры. Но устойчивым переходом к положительным температурам это назвать нельзя, так как все-таки холодные периоды, они так или иначе будут все равно возвращаться. И это нормально. Вячеслав Анатольевич, вот если взять сегодняшнюю температуру, например, вот в Бердигистяхе сегодня минус 27, а в Якутске минус 1, минус 3 с утра. Хотя расстояние не такое большое. А какая вообще бывает разница между температурами по разным населенным пунктам, Вообще по районам? вот такая разница, это норма или это какая-то аномалия? Аномалия какая-то? Нет, спрошу вас такой вопрос. Откуда вы взяли такую температуру, что в Якутске сейчас 1-3 градуса? На 6 На 6 6 часов утра утра. минус 16 на 6 А, утра. минус прошу 16. прощения. А это днем, Руслан. Да. Минус 16 градусов. Ну, разброс, конечно, он есть, он и будет. Все зависит же от рельефа местности, горная, равнина и так далее. Вот влияет рельеф еще территории. А выпавшее количество осадков как-то повлияет на половодье на реках, как вы думаете? Ну, до начала весеннего половодья вот эти осадки, которые выпали, они под действием солнечной радиации, также там силы ветра, они просто растают и испарятся, да. И что хотелось бы отметить, что осенняя увлажненность, да, прошлого года территория республики была достаточно пониженной, за исключением бассейна рек Колымы и среднего течения реки Амга. Вот, и поэтому, когда будет таять снег, все уйдет, в принципе, на питание почвы грунтов, какая-то часть. А вот такой вопрос, как мы обычно же говорим, ой, эта зима была холодная, ой, эта зима была теплая. Если в целом взять, именно по статистике, зима у нас была холодная или же все-таки в пределах нормы, ожидаемой? Ну, у нас было объявлено штормовое предупреждение, да, в январе, это с 22 по 26 января, аномально холодная погода. Да, конечно, за вот эти многолетний период климат так или иначе немножко поменялся, и мы, конечно, уже отвыкли от наших якутских морозов. Но если вернуться назад лет там на 30, скажем, 25. Это была норма. Это была норма, да, тогда такая температура стояла, и была такая же температура, и мы все относились к этому довольно-таки спокойно. Можно ли сказать, что погода имеет свой какой-то цикл, то есть многолетний, когда, допустим, холод, 10 лет да, морозы, потом 10 Ну, лет. в принципе, какая-то цикличность есть, но каждый год он по-своему индивидуален. Ну, есть какие-то похожие моменты, да, ну, повторяется иногда, бывает. А что нам ждать от лета? Вот самое интересное. Тут опять гадаете. Говорят, если зима была холодная, лето должно быть теплое. Вот у нас здесь можно как-то немножечко предсказать это или нет? Ну, настоящий синоптик вам никогда не даст прогноз на месяц вперед, да? Но есть модели, всякие методы расчетов. Вот дальневосточный
институт в Нигме, они делают прогноз, согласно некоторым методикам, могут на полгода вперед. Да? Вот, если брать их, то тогда получается, что у нас вторая часть лета для республики будет достаточно засушливая. Как вы сказали, что снегозапас в принципе не такой большой, да, то есть он идет на питание почв грунта, но можно ли как-то спрогнозировать какой-то насколько будет сильный паводок или слабый паводок? Ну, я вам скажу, что сейчас у нас большие снегозапасы, да, выше нормы достаточно наблюдается. Это в бассейне реки Колыма, практически по всей ее длине, бассейн реки Оленек и также верховья рек Алдан и Темтон. Также еще большие снегозапасы, немного превышая норму, у нас сохраняются в Ленском районе. Вот, и также в центральных, северо-западных и юго-восточных районах. Ну, а о том, что какой будет прогноз на весеннее половодье, специалисты гидромедцентра сейчас заканчивают последние анализы, да, делают сравнения, годы аналоги, что-то ищут, применяют какие-то методики прогнозирования. Вот, уже находится в завершающей стадии, и в ближайшие дни будет отправлено на согласование в Гидромедцентр России. И вот 16 числа наш гидромедцентр выпустит гидробюллетень номер 1, где будут указаны даты начала весеннего ледохода и ожидаемые максимальные уровни на основных реках Республики Саха-Якутия. Спасибо большое, Вячеслав Анатольевич. Мы очень надеемся, что именно в этот день мы все-таки увидим показатели, которые порадуют глаз, да, и паводок все-таки нас как-то пройдет стороной. Да? Спасибо большое. Мы желаем вам доброго дня и самых хороших вестей. Спасибо. Спасибо. Между тем, оптимисты не теряют бодрости духа и пользуются моментом. Страсть к экстремальному активному отдыху пенсионер Павел Конев не утратил даже в свои 67 лет. Уже более 20 лет спортсмен-любитель мастерит доски для катания из простой фанеры, а потом проверяет их пригодность на склонах Пенежского района. По словам мужчины, сноубордингом он увлекся относительно недавно. Раньше же всегда отдавал предпочтение лыжам. Чтобы не тратить большие суммы на профессиональное оборудование, решил все сделать сам, включая экипировку для катания. Процесс создания доски для катания тоже оказался непростым. Чтобы концы сноуборда были загнутыми, фанеру необходимо вымачивать в холодной воде, после чего ее сушить под прессом и на специальных распорках. Особое внимание Павел уделяет креплениям. Мастерит специальные замки-ключи с использованием не менее 20 саморезов. В своем возрасте Павел занимается не реже 4 раз в неделю и признается, что больше всего любит скоростные спуски и трюки с вращением. Человек, если на лыжах научился кататься, на лыжах в детстве, его уже учить не надо, он уже умеет, можно сказать. Просто на одну лыжу встать. Нормально. Ой, замечательно, да? Вот видел, как лихо, так и представляешь, в таком-то возрасте. Вот меня тоже останавливает от занятия сноубордингом то, что это очень достаточно такое дорогое удовольствие. И я даже не знаю, получится у меня это или нет. Да, я знаю, что совсем недавно ты попробовал встать на лыжи. Да, это было в Ленске. Хотелось бы еще раз поблагодарить инструктора горнолыжной базы в Ленске. Мне очень понравилось на самом деле, но, по крайней мере, на лыжах я знаю, что, в принципе, у меня что-то получится. Вот на сноуборде не уверен. Ну, я думаю, самое время начать, потому что еще есть снег у нас, да, и ты, возможно, встанешь на ту самую доску, но не как в 65 лет, хорошо? Поэтому поторопись, да. Ну, а в холодную пору так хочется лета. А лето ассоциируется у многих, конечно же, с дачей, с овощами, фруктами и, конечно же, свежими ассортиментами. Возникает желание побаловать себя и своих родных салатов из свежих огурцов, помидор, зелени. Но, к сожалению, не всегда они есть в магазинах. У них вкус совсем не тот, поэтому многие выращивают овощи на своем подоконнике, как это и делает семья Голяпиных из Ленска. Бабушка Тамара и ее внучка Надежда уже много лет зимой выращивают дома на подоконнике свои собственные огурцы. И ежегодно у них все получается. Они собирают первый урожай раньше, чем остальные начинают посадку. Сегодня Тамару Никитичну можно назвать уже опытной в этом деле. Это можно сказать, глядя на выросшие овощи. На 6 стеблях уже висят дозревшие огурчики. Они ждут своего часа.
Сегодня у нас радостный день. Мы снимаем первый огурец. Огурцы я посадила 21 февраля. Сажу я их каждый год в это время. И огурцы вот вырастают такие. По словам Тамары Никитичны, сегодня любой может создать собственный мини-огород у себя дома. Для этого нужно совсем немного. Подходящие семена, знание правил посадки и ухода и, конечно, желание. Идея создать зимний мини-огород дома женщине пришла сама по себе. Она не захотела, чтобы полезные и свежие овощи заканчивались вместе с летом. Да и внуков хотелось приобщить к этому процессу. К выращиванию огурцов я приобщаю внучку. Она наблюдает, как появляется росточек, как огурец растет, она помогает поливать этот огурец. Большого урожая, конечно, не будет, мы его не соберем, большой урожай, но вкус свежего огурца, конечно, очень приятно и детям, и нам тоже. Внучка помогала бабушке в уходе за огурцами, с удовольствием поливала и ждала, когда появится первый плод, а потом за его ростом. Я очень люблю огурцы, особенно свежие. И всегда бабушке помогаю поливать огурцы. И жду не дождусь, когда они созреют. Сегодня Надя счастлива, ведь первый в этом году огурчик можно снять и попробовать. Оп! Ура! Ай, какой огурец хороший. До лета свежие овощи на столе семьи будут точно. Но те, что дозревают на веточках сегодня, бабушка с внучкой планирует продержать до Пасхи. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Посмотрев сюжет, даже почувствовал запах свежих огурцов. Действительно, прям так и хочется сказать: ах, какой огурчик. Ты знаешь, я тоже люблю очень запахи свежих овощей, фруктов и, конечно же, пряностей. Кстати, я только недавно узнала, что название моей любимой приправы я произносила неверно. Как ты думаешь, правильно все-таки куркума либо куркума? Ну, что-то мне подскажет, что куркума, ну, я бы так сказал. Действительно? А вот правильный ответ мы сейчас узнаем из нашей следующей рубрики «Говорим правильно». Доброе утро! Хотя эта приправа появилась еще в начале прошлого 20 века, распространенная она стала в последние десятилетия. Более того, значение этого слова до сих пор еще не зафиксировано в толковых академических словарях. Так какое же ударение будет в нем правильным, нормативным? В словаре русского ударения Майи Владимировны Зарвы зафиксировано ударение на середине слова, то есть правильно говорить куркума. А чтобы правильно запомнить вот это нормативное правильное ударение, достаточно выучить стишок-запоминалку. Это знает даже пума, надо говорить куркума. Давайте говорить грамотно. Всего доброго. Я, как автомобилист, достаточно часто посматриваю за разными лайфхаками, интересными способами, которые могут облегчить жизнь автомобилиста. И вот на днях буквально решил испробовать один интересный совет. Давайте посмотрим в следующем сюжете. Так, друзья, всем привет! У нас рубрика «Полезные советы». И первый совет: если вам на улице стало холодно, то наденьте на голову капюшон. Но, кроме шуток, сейчас я оставил автомобиль на парковке, и мы с вами проверим один лайфхак, который позволяет увеличить радиус действия автомобильной сигнализации. Ну, условия очень простые. Сейчас машина стоит на парковке, вокруг нее также другие автомобили. Это, в принципе, обычная ситуация в городе. И я сейчас отхожу на определенное расстояние, буду проверять работу сигнализации. Дойдем до того момента, пока сигналка перестанет работать. 850 метров. Друзья, все ради науки, все ради вас, чтобы был чистый эксперимент. 5 раз нажимаем на брелок. Срабатывание ни одного. Так. О! Так. Второе. Третье не сработало. 4. Ну, где-то 50 на 50. Ну что, здесь уже наглядно видно, что голова работает.
не только у меня, у того, кто придумал этот лайфхак. То есть для увеличения радиосигнала работы брелка вы можете использовать свою голову. Чем она больше, тем больше антенна, соответственно, тем больше на большее расстояние можно отойти. Ну и, соответственно, вы можете увеличить радиус действия вашего брелка. Я думаю, вы воспользуетесь этим советом, но главное, не злоупотребляйте. Так далеко ушел с этим экспериментом, что пришлось возвращаться на автобусе. Друзья, небольшое дополнение. В некоторых случаях достаточно будет поднести брелок к подбородку. То есть не обязательно его подносить к колбу, но если все-таки от подбородка не работает, можно попробовать и наш проверенный способ. Руслан, а насколько это безопасно? Вот у меня возник такой вопрос. Ну, вообще работает это следующим образом. Человек состоит на 60% из воды, но, соответственно, в голове воды гораздо больше. И радиоволны, конечно же, идут во взаимодействие с жидкостью в голове и увеличится радиосигнал. Поэтому, друзья, я бы не рекомендовал этим пользоваться постоянно, но если вдруг ваш брелок вне зоны доступа, можно, в принципе, 1-2 раза попробовать. Ну а сейчас мы прервемся совсем ненадолго и вернемся в «Утро Якутии». Из студии и желаем всем, кто сейчас находится у экранов своих телевизоров, самого доброго, позитивного утра вторника. Ну а на очереди у нас рубрика «Якутия 20 лет в 21 веке». В этой рубрике мы вспоминаем, какой прошла путь Якутия за 20 лет в новом тысячелетии, каких успехов удалось добиться за это время и какой была жизнь людей и какой она стала. Каждый день мы рассказываем об одном интересном факте про Якутию 21 века. Сегодня мы поговорим о воздушном транспорте. Самолет в Якутии – самый популярный вид транспорта. Воздушные суда обеспечивают более 80% пассажирских перевозок. Сеть аэропортов нашей республики самая большая в России. 32 аэропорта на всей территории от Нерюнгри до Чукурдаха. За 20 лет авиатранспорт благополучно доставил к месту назначения более 20 миллионов пассажиров. Для многих отдаленных поселков самолеты – единственная связь с большой землей. От надежной работы воздушного транспорта нередко зависит благополучие и жизнь людей. С 2019 года в Якутии действует программа развития аэропортов. В течение 3 лет в нашей республике модернизируют 16 аэропортов, ровно половину от общего количества. В аэропортах построят 5 аэровокзалов и 5 новых взлетно-посадочных полос. Еще 5 расширят и отремонтируют. Первый аэропорт Верхневилюйский уже прошел реконструкцию и принимает пассажиров. Сейчас между районами нашей республики нет прямого авиасообщения, все самолеты летают через Якутск. Но вот реконструкция аэропортов, конечно, поможет решить эту проблему, и можно будет летать без пересадок. Действительно, ведь это значительно сократит время на ту самую дорогу. Но мы с нетерпением ждем от строителей качественного, а самое главное, своевременного завершения работ. А вот Александр и Маргарита Польговичи устали путешествовать с чемоданами и решили приобрести себе дом на колесах. Причем не обычный, а взяли целый автобус ПАЗ. Снаружи этот трейлер напоминает скорее такой общественный транспорт или так называемый полицейский автозак. Но это нисколько не смущает молодую пару. Ребята приобрели автобус в прошлом году и уже переоборудованным. Однако семья почти полностью переделала салон для себя, чтобы комфортно путешествовать со своим четвероногим другом. Внутри дома ребята обустроили уютное гнездышко для путешествий. В нем супруги провели 4 месяца. Из Санкт-Петербурга они отправились на юг России и сейчас находятся в Краснодарском крае. 2 года назад мы уехали во Вьетнам. 1,5 года мы путешествовали на чемоданах, поняли, что с чемоданом путешествовать, конечно, круто, но никогда у тебя еще двигает собака с огромной переноской для самолета. Вот мы путешествуем всегда с собакой. Поэтому, да, на чемоданах мы путешествовали, мы хотели сидеть не на одном месте, там, под несколько месяцев, а так, чтобы там неделю посмотреть в одном месте, в другом месте. И, получается, постоянно переезжали. И собирать вещи из чемодана в номер и из номера обратно в чемодан каждую неделю не прикольно.
И когда вернулись в Россию, думали, что будем копить на дом на колесах и продолжать путешествовать. Но потом поняли, что почему бы сразу не взять дом на колесах и начать путешествовать. По словам Александра, модель автобуса понравилась паре большим пространством и полным приводом, позволяющим не беспокоиться о непогоде и проблемах на дорогах. У нас было два критерия, то есть, которые нам были в первую очередь важны. Это большое пространство, то есть много места, ширина автобуса. Плюс второй важный параметр – это полный привод, потому что мы не любим города и сидеть в тесном городе душном – это не про все равно нас. хочется просто проехать в какое-то красивое место, а без полного привода это бывает невозможно. К тому же автобусы, Или они беспокойно, тяжелые. да. То есть, чтобы спокойнее можно встать было на локации, не переживая, что ночью пойдет дождь, раскиснет дорога, и ты оттуда не выйдешь. То есть полный привод. Полноприводные большие, это только КАВС и ПАС. Пара установила в машине печку-камин, а на крыше солнечные панели. Плита и холодильник работают от газа. Установлен кондиционер накрышный, это Dometic, он потребляет 430 ватт электроэнергии, а электроэнергию у нас отвечает солнечные панели. Здесь вот под креслом располагается контроллер на 220 вольт. Есть все, начиная от душевой. В ней же установлен биотуалет, у нас есть горячая вода. Я всегда хотела, чтобы дома у меня был такой камин с живым огнем. Это прям мечта. Путешественники делятся своим опытом и повседневной кочевой жизнью в блогах в ТикТок и Инстаграм. На заправках заправщикам, типа, а что там, с предприятия? Я говорю, нет, это дом на колесах. Дом на колесах? Я говорю, ну да, вот так и так. А ну что, прям живете в нем? Я говорю, ну да, там душ, туалет, кровать, печка, все, что есть. Классно. В соцсетях их необычный дом на колесах вызвал резонанс. Одни пользователи не понимают, как автомобиль может быть удобен для путешествий, другие же сравнивают его с автозаком. Мы увидели автобус, у нас даже мысли такой не было. Вот, автобус потом и уже, автобус. да, автобус и автобус. Но у людей, которые как бы напрямую связаны с нарушением законов, это как бы отложилось. И когда мы первый раз опубликовали в соцсети, многие там, да, начали писать, о, так это же автозак. Я даже погуглила. Я не знала, что такое автозак, я специально гуглила, как они выглядят, что это такое. Поэтому люди пишут, ну и мы как бы тоже рады хайпануть на этой теме, типа, почему бы нет. А сейчас предлагаем перейти к самым свежим и актуальным новостям этого дня. В России законодательно определят статус молодого ученого. Появится описание их прав, обязанностей и возможностей. В число последних премьер правительства страны Михаил Мишустин пообещал включить все положительно зарекомендовавшие себя подходы. Это грантовая поддержка, жилищные сертификаты и получение льготной ипотеки для молодых ученых. Инициатива правительства поддержана президентом. В Нерюнгри на совещании с первым зампредом правительства Якутии Кириллом Бычковым принято решение сформировать рабочую группу с Минвостокразвития для реализации программы «Дальневосточный квартал». Также по поручению Юрия Труднева запланирована реорганизация программы «Стимул», которая позволит регионам получать финансирование по критериям, исходя из своих особенностей эффективности. Что касается реализации проекта комплексной застройки нового объекта, вице-премьер отметил, что это пилотный проект такого масштаба, когда рассматривается строительство целого квартала в городе Нерюнгри для работников расширяющегося производства. Строительство уже начато, идет разработка котлованов, получено разрешение на строительство новых домов. В Санкт-Петербурге в рамках празднования Дня космонавтики развели Дворцовый мост и устроили на нем красочное световое шоу. Мероприятие, во время которого на мост вывели проекцию с изображением первого в мире космонавта Юрия Гагарина и космического аппарата «Восток-1», прошло под музыку из фильма «Укрощение огня». Кроме того, в видеоряд включили портрет конструктора ракет Сергея Королева, руководившего реализацией проекта по запуску человека в космос. Маргарита Попова представила Якутии новую Покахонтас Арктики Кындыкан. Ее история не вымысел, а реальность. Более того, она ничуть не уступает мировым этническим персонажам. Под именем Кындыкан берет свое начало новый проект по объединению и сохранению культуры северных народов. Такое необычное название организатор проекта Маргарита объясняет тем, что Кындыкан – имя ее прабабушки, которую нашли охотники вблизи Верхоянских гор в стойбище, полностью вымершей от оспы. Сама Маргарита
Маргарита Попова искренне верит в свою идею и уверена, что эта история обретет известность в ближайшем будущем. Так, например, она объявила, что участвует в проекте Dear Moon, команда которого в 2023 году отправится на Луну. У меня на этом все. Оставайтесь с нами. Весна. Для садоводов-огородников время посадок рассады. У каждого есть свои секреты и тонкости, но вот нерюнгринские школьники решили использовать для получения хорошего урожая свои знания, которые они получили на уроках физики. Выращивание микрозелени в последнее время стало модным трендом. У многих на подоконниках стоят лотки с семенами микрозелени. А нерюнгринские школьники решили подойти к этому процессу с научной точки зрения. В нашем проекте мы будем использовать не только знания биологии, мы будем использовать еще и знания физики. Как многие физические явления, как, допустим, озон после грозы, мы сможем использовать озонатор, который нам будет давать возможность создавать этот самый озон. Это окислитель меди, который будет помогать нам предотвращать возникновение плесени в микрозелени. Здесь вы можете увидеть инкубаторы, которые будут помогать нам спонсировать микрозелень необходимыми элементами. Здесь вы можете увидеть прибор, который поможет нам растворить ионы серебра в воде. Это туманогенератор, который будет создавать, собственно, искусственный туман. И это прибор, с помощью которого мы сможем создать живую мертвую воду. Путем воздействия на растения различными приборами мы должны указать, какие воздействия дают положительный результат. Я думаю, мы сможем за отведенный срок исследования создать предпосылки ситуации успеха. Ребята уже провели ряд исследований и выяснили, какие явления способствуют лучшему росту той или иной культуры. На данный момент мы уже провели ряд исследований, в которых мы выяснили, что некоторые семена будут лучше в различных условиях расти. Допустим, горох у нас будет лучше расти с озонатором, а брюссельская капуста будет расти лучше с туманообразователем. По итогам своей работы школьники планируют создать руководство, которое поможет эффективнее выращивать микрозелень в домашних условиях. Семена мы подготовили, нам осталось замочить. И как только наступит третья фаза Луны, мы с ребятами начинаем выращивать в лотках. А средний рост любого растения не занимает более 1,5–2 недель. Урожай можно снимать круглогодично. Но особенно ценные эти вещи в зимне-весенний период. Но и это не самое главное. Самое главное, что ребята принимают в этом активное участие. Первые всходы ожидаются уже в конце апреля, а первый урожай отправится на школьную кухню, а оттуда на столы учеников. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Нерюнгри. 13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла, День мецената и благотворителя в России, а также Сонкран – тайский Новый год. 13 апреля также Рамадан – начало поста у мусульман. Предстоящий месяц является для них самым важным и почетным. По народному календарю, чем прозрачнее облака, тем тише будет погода. Солнечный день сегодня предвещал потепление на длительный срок. Если ветер утихает и видимость улучшается, то будут заморозки. В 1895 году в этот день при раскопках Помпей были найдены горы сокровищ, украшений и монет. В 1902 году, 13 апреля, в Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса. 13 апреля 1934 года завершилась операция по спасению челюскинцев в Арктике. Пароход «Челюскин» во время экспедиции оказался зажат льдами в Беринговом море. Все находившиеся на борту высадились на лед. Позднее судно затонуло. В лагере на льду оказалось 104 человека. Из них 10 женщин и 2 детей, родившихся во время плавания. На дрейфующей льдине они прожили 2 месяца.
13 апреля 1944 года Симферополь освободили от немецко-фашистских захватчиков. 13 апреля 1519 года родилась Екатерина Медичи, королева и регенша Франции. В 1743 году в этот день появился на свет Томас Джефферсон, третий президент США, автор Декларации независимости страны. 13 апреля 1883 года родился Демьян Бедный, русский и советский писатель и поэт. 13 апреля 1955 года родилась Ирина Хакамада, российский политик и общественный деятель, писатель и телеведущая. В 1963 году в этот день появился на свет Гарри Каспаров, российский шахматист, чемпион мира, шахматный литератор и политик. Именины в этот день празднуют Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф и Ипатий. Как мы уже сказали, у мусульман начался очень такой знаковый и великий праздник для них – Рамадан. Ну а пост у православных, который начался 15 марта, продолжается. Кстати, именно с постом связывают специалисты выросший спрос на растительное масло. Ну, об этом и других новостях экономики далее. Онлайн-площадка «Озон» и сервис доставки iGood зафиксировали в России рост спроса на растительное молоко на фоне начавшегося у православных 15 марта Великого Поста. В этом году он приходится на 15 марта, 1 мая. В марте россияне купили на 25% больше упаковок растительного молока, чем в феврале. В топ-3 наиболее популярных видов входит кокосовое, овсяное и миндальное молоко. Сервис iGood также отметил, что более половины всех заказов растительного молока в марте пришлось на Санкт-Петербург. Москва на втором месте с долей в 33%. В топ-5 городов по потреблению растительного молока замыкают Сургут, Тверь и Новосибирск. Названы регионы с наибольшей вовлеченностью населения в малый бизнес. Лидерами рейтинга вовлеченности населения России в малый бизнес являются Санкт-Петербург, Новосибирская, Калининградская и Нижегородская области, а также Москва. В каждом из этих регионов на предприятиях малого и среднего бизнеса трудятся более 20% общей численности рабочей силы. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Как поясняют аналитики, в целом по стране на долю работников предприятий малого и среднего бизнеса приходится 15% от общей численности рабочей силы, или 11 миллионов человек. За год численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса сократилась на 4%. При этом доля занятых на них существенно отличается от региона к региону. Компания «Алроса» в марте 2021 года продала алмазов на сумму $345 миллионов, бриллиантов на $12 миллионов. Таким образом, по сравнению с показателем марта прошлого года, компания увеличила продажи алмазов в 2,3 раза, бриллиантов почти в 3 раза. При этом в марте 2021 года выручка «Алросы» от реализации продукции составила 357 миллионов, что на 4% ниже, чем за предыдущий месяц. Как прокомментировали в компании, результаты продаж ювелирных изделий на основных рынках сбыта, включая США и Китай, свидетельствуют о сохраняющемся высоком спросе со стороны конечных потребителей. «Алроса» продолжает следовать взвешенной сбытовой стратегии, направленной на сохранение равновесия в отрасли путем удовлетворения реального спроса. Как же хорошо, что экономические показатели в республике растут. Чего не скажешь о финансовой грамотности наших горожан. Времена вроде бы прошли давно, однако тех, кто доверяет свои средства сомнительным инвестиционным компаниям, почему-то не уменьшается. Да, вы знаете, что по данным Банка России и правоохранительных органов ежегодно россияне теряют в финансовых пирамидах по несколько миллиардов рублей. Как обстоят дела в этой сфере, кто и как выявляет такие пирамиды и по каким признакам можно определить мошеннические схемы. Об этом мы поговорим с управляющим отделением Национального банка по Республике Саха-Якутия Банка России Антоном Коноплевым. Антон Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, сколько всего финансовых пирамид было выявлено за последнее время на территории Якутии и в каких денежных средствах это все вот у нас обозначается, хотя бы примерно?
Да, за последнее время, вот с 2018 года по 2020 год выявлено несколько пирамид. Например, в 2018 году было выявлено 4, в 2019 и 2020 годах было выявлено по 3 пирамиды, действующих на территории нашей республики. Ну, схемы у них примерно похожи, но в чем-то отличаются. Например, одна пирамида, значит, себя выдавала за потребительский кооператив, в который нужно было внести вступительный взнос в размере 10%, после чего, значит, с вкладчиком заключался договор пая накопления и осуществлялся со стороны вкладчика внесение денежных средств в сумме от 30 до 50% на приобретение автомобиля, техники, сельскохозяйственной техники. После этого вкладчик, значит, вставал в очередь и ждал своей очереди. После того, как очередь подходила, кооператив предлагал ему найти технику, после чего обязывался его выкупить. И по условиям договора вкладчик должен был в течение 3 лет вернуть деньги в размере оставшихся 50-70%. Но, естественно, никакое приобретение техники никакой не производилось, вкладчик оставался без своих денег, и это все для него заканчивалось печально. А другой случай был, когда одно юридическое лицо от своего имени привлекало деньги во вклады. При отсутствии у него, значит, лицензии. Да, это обязательное условие для привлечения денег во вклады. Собрал, сложил, после чего, значит, привлек следующих, вот за счет следующих выплатил первым, естественно, последние попадают. Это как бы такая, да, обычная схема пирамиды, да, совершенно верно. Скажите, а если среди таких компаний иностранные, и, например, о каких суммах, привлеченных мошенничеством, может идти речь? Да, и вообще, есть ли иностранные вот такие мошенники у нас на территории республики? Да, понимаете, иностранные компании сейчас действуют через интернет. Интернет как бы везде доступен, поэтому они тоже у нас присутствуют. Выявлены случаи, когда иностранные компании предлагают свою помощь, продавая свои акции. Они продают их, ну, примерно таким, скажем, пулом по 171 акции стоимостью в $5000. Минимальная стоимость контракта на $10 000. То есть 2 таких вот объема. То есть это очень приличные деньги. Я бы хотел обратить внимание, что деятельность любых иностранных финансовых учреждений на территории нашей страны, она запрещена. Если человек попадает в такую ситуацию, то защитить его сможет только суд иностранной юрисдикции, и он будет защищать свои права самостоятельно. Ни Банк России, ни российские суды ему в этом помочь не смогут. Ну а действует ли у нас сейчас, Антон Анатольевич, нашумевшие пирамиды, такие как Кэшбэри, Бествей, мы помним все они, или все-таки мы смогли побороть? На сегодня вот конкретно вот эти пирамиды на территории республики, их деятельность пресечена правоохранительными органами, но в 2020 году появилась новая компания, это Да, Antares Limited, так называемая, выступала она под брендом Antares. И что характерно, менеджеры, которые основали эту компанию, они перешли из Кэшбэри. То есть это одни и те же люди. Я имела опыт общения вот как раз с Antares. Действительно было. Да. Ты вложила свои деньги? Нет. Да, но информация о признаках действующей пирамиды в этой компании, Банком России передана в правоохранительные органы, и они занимаются сейчас пресечением деятельности этой компании. Скажите, а как человеку можно определить, это нормальная компания или мошенническая схема в этой компании? Есть ли какие-то первые признаки, на что нужно обратить внимание? Да, такие косвенные признаки есть. В первую очередь это, значит, агрессивная рекламная кампания. Это обязательство привлечь, значит, другого человека. Да. Это обещание высоких доходов и отсутствие рисков. Вот эти такие 3 характерных признака, это вообще признаки мошенников, но в данном случае это очень характерные признаки для пирамид. Но если же все-таки мы столкнулись с мошенниками или подозреваем в том, что что-то здесь неладное, куда обратиться можно, как действовать далее?
В случае, если все-таки вы попали под обаяние мошенников и потеряли свои деньги, конечно, обращаться можно и в Банк России, и в правоохранительные органы. Ну а чтобы этого не происходило, самым правильным будет это постоянно, значит, вот изучать этот вопрос, обращаться на сайт Банка России fincult.info и, да, и, уважаемые телезрители, там размещена самая последняя информация, самые яркие признаки мошеннических схем, в том числе и пирамид. Спасибо большое, Антон Анатольевич, что поделились такой полезной информацией. Мы желаем вам всего самого наилучшего. И, конечно, пускай поменьше будет вот тех самых мошенников в нашей республике, да и вообще в нашей стране. Да, я желаю не попадать под их обаяние. Спасибо большое. Спасибо. Ну а сейчас мы переходим к викторине в рубрике «Книжная полка». Самые внимательные зрители могут ответить на вопросы по предыдущим 3 выпускам рубрики. Тот, кто быстрее всех даст правильные ответы, получит приз от Национальной библиотеки республики. Мы начинаем викторину по 3 прошедшим сюжетам книжной полки. Первый сюжет был посвящен фундаментальному труду ученого-этнолога Уллы Кристин Йоханссон. Улла Кристин Йоханссон является крупнейшим ученым с мировым именем. В 2018 году от рук самого президента Российской Федерации она получила очень престижную российскую научную награду. Как называется эта награда? Второй выпуск был посвящен произведению Кристины Реде «Сделка с драконом». По сюжету книги юная принцесса Симарен отправляется с родителями в путешествие в королевство Сан-де-Гаре. И какой причиной послужило такое путешествие? Третий выпуск был посвящен произведению Дмитрия Глуховского «Метро». С 2004 года в России проводится акция «Тотальный диктант». Республика Саха-Якутия тоже присоединилась к этой акции. Она проводится очень успешно. И в 2021 году автором текста выступил сам Дмитрий Глуховский. И, внимание, такой вопрос. Кто был автором текста в 2020 году? Все ответы вы можете прислать по адресу электронной почты victorina@nb@mail.ru. Победитель викторины получит памятный приз от имени Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Дорогие телезрители, будьте активнее, участвуйте в наших викторинах и конкурсах, потому что это же такая уникальная возможность с утра, просмотрев наш эфир, быстренько ответить, да еще и получить памятный подарок. Замечательная возможность, и мы напоминаем вам о том, что у нас есть инстаграм-страница, на которой вы можете писать свои предложения, эмоции, возможно, какие-то идеи, либо вопросы. Также у нас есть контактный телефон, на который вы можете отправлять свои сообщения, мы обязательно их прочтем. И будьте активнее, друзья. Да, друзья, участвуйте. Вот сегодня, кстати, у нас ни одно сообщение почему-то не пришло. Никого не поздравил сегодня с днем рождения и так далее. Ну, ничего страшного, видимо, может быть, просто не все проснулись еще. Но я думаю, завтра мы обязательно увидим значит, массу сообщений, потому что день через день бывает. Вот да. как сегодня синоптики говорят, есть такая цикличность. Вот и у нас в прямых эфирах тоже есть цикличность. В общем, имейте в виду, если завтра у вашего родственника или друга будет день рождения или какая-то важная дата, то вы можете отправить нам сообщение на WhatsApp номер, а мы прочитаем его в прямом эфире. Действительно, прямо ждите наш эфир и сразу пишите. Можно сегодня текст уже на листочке написать. Ну что, мы продолжаем, и сейчас хотелось бы предложить вам порадоваться любой погоде, как это искренне и по-детски делает наш следующий герой Чуши Матиус из Замбии. У студента мединститута Северо-Восточного федерального университета есть свой YouTube-канал, где он рассказывает о Якутии, о своей учебе и даже записывает интервью с профессорами. В снятом видео молодой человек из Африки говорит о том, что ощущает сразу 2 сезона – весну и зиму. It's -6 and this life I can't keep myself. I can't keep myself. I can't keep myself. Allow me to flex. This life I can't keep myself. I can't keep myself. I can't keep myself. Allow me to flex. I can't keep myself. I can't keep myself. I can't keep myself. Allow me to flex. This life I can't keep myself. I can't keep myself. I can't keep myself. Allow me to flex. Yo, yo,
This life I can't keep myself. I can't keep myself. Oh, I can't keep myself. Allow me to flex. Oh. This life I can't keep myself. I can't keep myself. Oh, I can't keep myself. Strength. Ой, это очень забавно. Чушь, матись, я вот реально завидую его эмоциям. Да, я всю жизнь прожила в Якутии, но я никогда такого не выполняла. Ну, не знаю, смог ли я приехать в Замбию и прыгать так в песок, наверное, вряд ли. Но я думаю, что снег действительно прекрасен в любом его исполнении. Вот на такой позитивной ноте от нашего телезрителя, да, спасибо огромное. Мы завершаем наш утренний эфир. Попробуйте повторить все то же самое. Возможно, это зарядит вас энергией на весь день, да и вообще на всю рабочую неделю. Ну, кстати, прыгать сейчас в снег уже будет, наверное, поздновато, потому что он уже такой твердый достаточно. Да. Попробуйте, попробуйте. Замечательное, позитивное утро. Всего вам самого наилучшего, хорошего. И увидимся завтра в это же время на телеканале Якутия 24 и НВК Саха. До новых встреч, друзья, и всем отличного настроения.